Военно-спортивная игра «Таежный герой» собрала немало подростков. Ведь не мудрено, каждый хочет себя проверить на выносливость. Я, оператор Александр Соколов, решил попробовать это на себе. В этой местности на базе Центра профессиональной подготовки уже 3-й год проводится военная спортивная игра «Таежный герой». Дело в том, что суть этого мероприятия, можно говорить, этой игры, в том, что в нем участвуют трудные подростки. И подростки, которые, несовершеннолетние, которые стоят на учете ПДН нашему управлению. С точки зрения профилактики правонарушений, тем более преступлений среди несовершеннолетних, это один из путей для того, чтобы ребятишки не стали на путь, иной путь, негативный путь в своем развитии или что-то там роде. Проверить свои силы на тренировочном полигоне МВД приехало более 150 подростков. Ребята разбили палаточный лагерь и организовали полевую кухню. Во время открытия бойцы СОБРа и ОМОНа развернули для ребят выставку оружия. Автоматы, пистолеты, гранатометы, бинокли вызвали у детей настоящий восторг. Показали приемы борьбы и захвата преступников. Самым захватывающим событием стало показательное выступление сотрудников ОМОНа Республики с демонстрацией элементов боевых приемов с использованием возможностей БТР-80. Военизированная эстафета – самая улетная эстафета совместно с СОБР МВД по республике Саха-Якутия. Главное – это скорость. Вторая половина дня была посвящена соревнованиям между командами. Это военизированная эстафета отряда СОБРа и тропа испытаний, организованная вожатыми детского педагогического отряда «Здравствуйте». Здесь ребята показали слаженность действий, выполняя задания на ловкость, меткость, смекалку и командное взаимодействие. Завершился первый день игры дискотекой и песнями под гитару у костра. Ты первый раз участвуешь в этой игре «Таежный герой». Чего ожидаешь от этого? Да, я первый раз участвую в этой игре. Ожидаю море позитива, всякие новые знакомства. Хочу испытать на себе новые ощущения. Леш, вот ты участвуешь в этой эстафете. Чего ожидаешь? Выиграете, проиграете и... Как думаешь, трудно ли тебе это будет? У нас команда сильная, все спортом занимаются. Уже на соревнованиях были в городских, 2-е место занимали. Думаю, выиграем. Люба, я насколько знаю, ты здесь 2-й раз. Что тебя привело? Здесь всегда весело, интересно. Больше всего мне нравятся вот эти вот все выступления, новые ребята, знакомства. Точнее, скорее всего, были же люди те, которые... плелись как-то, были медленные, да, и подводили всю команду. Не обидно ли? Не очень. Маленькие дети были. То есть у вас разноплановое было, да, от мала до велика? Да. Андрей, а что ты ожидаешь от этого мероприятия? Не знаю, там участие, победы, протащить свою команду вперед, познакомиться с друзьями новыми.
Во второй день командам предстояло пройти несколько станций с интересными заданиями. Игра продолжалась показательными выступлениями кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Умка. Мы уже 6-й год встречаемся на этом полигоне. Полигон — это центр профессиональной подготовки. Начинали мы здесь сбор из 60 детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день уже 200 с лишним ребятишек принялись участие в этом мероприятии. Лена Степановна, а можно проводить такие мероприятия чаще? Ибо мне, городскому парню, охота тоже принять в этом участие. Ну, городским ребятам, думаю, что хотелось бы, конечно, здесь принимать участие, но здесь как-то вот центр социальной помощи подросток по-другому определил, что здесь должны быть подростки именно трудной жизненной ситуации, в которую попали. Но я думаю, что попав в педагогический, у них здесь есть отряд педагогический, и они сами, ребята, курируют над своими же сверстниками. Так что, попав в этот, наверное, педагогический отряд, можно попасть и в наш таежный герой. ДПО, здравствуйте! Желаю, чтобы в дальнейшем то, как вы себя проявили на этой игре, помогло вам в жизни. Удачи! Молодцы! Ждем. Давай, пацаны! Да, я первый по колесу. Всех ждем! Стой! Все, пошел! Все, давай! Давай, пацаны! За 2 дня каждый из участников испытал море положительных эмоций, чувство патриотизма, долга. Именно на игре «Таежный герой» ребята научились жить в любых условиях. Фух, честно устал, лично пробежал эту тропу раза 4, наверное. Выдохся с камерой, еще же надо хорошо снять. Фух, эмоций просто уйма. Устал как собака, но это незабываемые впечатления. Вот он! Итак, задержание преступника, особо опасный преступник, вооружен, не боится. Наш верный друг, молодец, попробуйте! Давайте, ребята, успокоим нашего царя! Лично вы от чего получаете драйв? Я действительно получаю массу удовольствия от этой игры. Почему? Потому что когда сюда приезжают на этот полигон ребята с особым настроением, может быть, не всегда с таким, какой бы нам бы хотелось организаторам видеть, они приезжают каждый сам за себя, еще не сплоченные команды, и проходит совершенно мало времени, маленький кусочек, и вы видите уже через пару часов, это единые команды, это очень интересные соревнования, которые сплачивают ребят. Пустая команда любит очень дружно и сплоченно. Участники игры прошли все испытания и научились многому. Ставить палатки, спать в спальных мешках, общаться и быть поддержкой друг другу. А главное, каждый получил заряд энергии и позитива на весь год. Последний! Работай! Давай! Оп, молодец! 2 минуты! Жизнь удалась. 2 дня, можно сказать, в раю. Умотан просто до жути, но счастлив. До встречи, с вами был Александр Соколов. Таежный герой – это любимое летнее мероприятие всех детей нашего города в первую очередь. Дорогие ребята, мне хочется поприветствовать вас от имени руководства нашего города,
от имени депутатского корпуса Якутской городской думы и председателя Альберта Семенова, и, конечно, от главы города Евгения Николаевича Григорьева. Он просил передать вам слова поздравления, напутствия, чтобы вы росли действительно настоящими патриотами нашего города, нашей республики, нашей страны.